Эту ценную посылку еле-еле поднимают 5 человек. 300 килограммов плюс деревянный короб, который ни в коем случае нельзя снимать. Дело в том, что пианино – инструмент очень капризный. Прежде чем запускать его в работу, необходимо адаптировать к температуре и влажности. В этой упаковке он простоит день, а потом еще пару недель будет ждать своего часа. Мы все мечтаем на него не только посмотреть, но и посмотреть, на что способен наш новый инструмент. Уже очередь, можно сказать, на него выстроилась. Пианисты все ходят, можно сказать, интригуют, спрашивают, рассказывают, какие у них проблемы, какие у них сложности, кто играет концерты с детьми, нужен второй инструмент, кому и первый обновить не мешало бы. В Сыктывкарской музыкальной школе по документам устарело уже 50% клавишных. Благо фортепиано – инструмент, который при хорошем уходе и должной настройке может служить дольше обычного. Вот и служит, пока не прикажут долго жить. Новый инструмент подружат с домрой. В этом классе обновления ждут уже много лет. Старое пианино переместили на склад. Говорят, оно даже не подлежит настройке. Занятия на этом струнном инструменте всегда проходят под аккомпанемент клавишных. И как раз домристы о новом пианино мечтали больше всего. Впрочем, и остальные не прочь заменить инструмент на новый. В школе обучается около 900 детей. И на чем бы они ни играли, у каждого есть такой учебный предмет, как фортепиано. Участвуем в федеральном гранте на приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов. И вот если этот музыкальный грант будет нам одобрен, то планируется и еще поступление музыкальных инструментов в школу. Поэтому мы надеемся на то, что этот инструмент первая ласточка. Тем более этот инструмент российского производства не очень нам знакомая еще вот эта вот марка. Мы как раз вот и посмотрим, что это за инструмент, как он адаптируется в нашей школе. Всего по федеральной программе республика получит 31 пианино отечественного производства. Каждое стоит около $500 000 рублей. При распределении инструментов приоритет отдали детским школам искусств, которые готовят воспитанников к поступлению в высшие музыкальные учебные заведения. По мнению регионального министерства культуры, их деятельность должна быть конкурентоспособной. Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.